Сегодня в воркутинском филиале колледжа искусств представили фильм «Русский Страдивари», подготовленный творческой командой Юргана. Автор работы Елена Красильникова, режиссер Наталья Петрик. Фильмы о великом музыкальном мастере комизырянине Семене Налимове, который на рубеже 19-20 веков создавал балалайки. Их по совершенству формы и звука сравнивают со скрипками Страдивари. До сих пор балалайки Налимова считают непревзойденными. Это национальная гордость, золотой фонд мировой музыкальной культуры. Съемки фильма проходили в 2019-2020 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской области и Коми. Премьера состоялась 26 ноября 2020 года на Юргане. Сейчас работу моих коллег оценили в Воркуте. На прямой связи автор фильма «Русский Страдивари» Елена Красильникова. Елена, как все прошло? Евгений, добрый вечер. Мы только что посмотрели фильм, немножечко его успели обсудить. А вот рядом со мной находится преподаватель городской детской музыкальной школы Татьяна Валерьевна Скопина. Татьяна Валерьевна, насколько интересен этот фильм, насколько он полезен для начинающих музыкантов? Ну, конечно же, он полезен, он несет очень много информации. Мы, конечно же, вкратце изучаем это, но здесь более подробно, интересно, картинки, музыка, известные музыканты. То есть я считаю, что этот фильм очень хорош для начинающих. А вот интересно, что-то новое вы лично узнали? Новое, ну, наверное, от мастеров, потому что я не совсем знакома, конечно, конкретно с изготовлением инструментов. И кое-какие моменты мне были интересно услышать, узнать, тонкости по изготовлению инструмента. И, ну, конечно, мнение наших звезд балалайшных музыкантов. Знаю, что вы своих воспитанников возили в Ильгард на конкурс имени Налимова. Да, это было дважды. В 2008 году я возила двоих мальчишек. И в 2018 году, естественно, мы выступали на сцене Выльградской школы имени Налимова. Это был очень интересный опыт. Конкурс на хорошем и высоком уровне всегда проходит. Достаточно сложно, и поэтому не всегда удается отвести туда детей, потому что звездочки редкие у нас бывают. Ну, случилось. Мне было очень интересно. И пообщаться, естественно, приезжают музыканты. И из Питера были, и из Москвы были. Естественно, и обмен опытом. И интересно послушать, что творится вообще в мире, в наших городах, других, где преподают такие инструменты, как балалайка, домра. Татьяна Валерьевна, спасибо вам большое, спасибо зрителям, которые вот не разошлись и здесь вместе с нами. Евгений, я передаю вам слово и хочу сказать, что в 20:00 у нас будет прямой эфир из Воркуты, тоже музыкальный. Мы услышим воркутинских рок-музыкантов. Так что до встречи. И вам спасибо большое, Елена. Это была моя коллега Елена Красильникова из Воркуты.